Удивительная редкая собака мраморного окраса с голубым глазом и своеобразным мышлением. Ничья все лето пытается привлечь к себе внимание. Сидит на двух лапах, как зайка, служит. Особенно приглянулся ему двор, где уже есть собаки, и взять его не могут. Здравствуйте, друзья! Сегодня начну ролик с хорошей новости о зайке Бане, которого, как вы помните, месяц назад спасли мы в Якутске. Оперативно получилось тогда привезти его в Москву. Он завоевал сердца многих наших подписчиков, многим полюбился. Несколько человек отозвались на него, хотели взять. Бывает же такая редкая судьба. Никто никому не нужен, а вот на зайку откликнулись аж несколько человек. Ну вот выбор пал на Татьяну с мужем из-под Питера. Пока мы ждали надежного перевозчика нашего, у которого сломалась машина, мы успели его провакцинировать и кастрировать. А передержка его еще постаралась, искупала, помыла от осенней грязи. Спасибо большое, Наталье. Протестировали на кошек. И так, в итоге, не дождавшись своего перевозчика, ждать больше не смогли. Семья Татьяны хотела быстрее с ним встретиться и быстрее забрать. И они решили сами за ним приехать. Аж 750 километров они проделали путь. День в ожидании встречи. Семья, она едет к нему. Какой же ты очаровательный малыш. И вот она, встреча. Вот я так и знала. Опять не моя собака. Привет, сладкая. Не надо класть. Ай, не паника. Вот. Зай, домой едем, Зай. Конечно, интересно. Он хромает, вы бы сделали рентген, посмотрели, чего у него с лапкой. Но я думаю, что это старый перелом. Скорее всего, там уже ничего не сделаешь. Так он прыгает, скачет, достаточно активный. Вот, это чтобы у нас ремень безопасности в машине его пристегнуть. Так, вот. Не поймешь, да? Что с тобой делают, не поймешь. Вроде как и не против, но не поймет. Надевай. Света, я перезвоню, мы тут. Давай. Все. Говори маме до свидания. Поехали кататься, да? Да. Поедем кататься. Кататься поедем? Скажи, кататься нет, а домой с удовольствием. Да. Ну, домой, до дома Ты кататься. же теперь домашний, да? Да, домой. Заяц. Заяц. Ты же теперь домашний? Все, как я говорю, арестантская жизнь закончилась, свой срок отсидел. Ему повезло, у него он был короткий. Наш зайка уехал в семью в город Пушкино под Питером. Всем бы такого быстрого пристройства. Пожелаем ему семейного счастья, быть любимым, здоровым и сытым. А с ножкой, которая хромает, семья займется сразу же. Сделают рентген и прочее обследование. Будь счастлив, малыш Зайка. Друзья, за неделю, что вывозили кошек от заболевшей женщины в Якутске, кошки все ослаблены, их надо и лечить. Есть кошки, которые в ранах, но также хочу рассказать, что пришлось срочно забирать от этой женщины и 3 собак, которые тоже были спасены ею в надежде, что я когда-нибудь заберу. Но мне некуда было их забирать. А вот теперь что делать? Если их забирать срочно, куда их девать? Или они остаются запертыми в доме, без еды, или хозяин дома выкинет их на улицу, если женщину увозят на скорую в больницу. Знакомьтесь, лабрадор, девочка, была привязана на цепи к будке на дачах, где съехали все люди, и она сидела голодной. На морозе лаяла, привлекала к себе внимание. Проезжавший мимо человек отреагировал, позвонил этой женщине, которая болеет, и та согласилась забрать из последних сил. Так она оказалась, эта собачка, у этой женщины. То есть моего участия в спасении здесь не было.
Может, кому-нибудь нужен лабрадор? Привезем. И вот второй песик цвета спаниеля с добрым характером увязался за этой же женщиной. Собаки чувствуют, кто накормит, кто не прогонит и не убьет. Сжалилась она над ним, и он прошагал за ней через весь город, не отставая. Ну, завела домой. Думала, что только покормит. А он оказался, что и с кошками хорошо ладит. Подружился с кошками. И пожалела она его выкинуть снова на мороз. Не горела я желанием забирать кого-то. Предлагаю вам, люди, может, кто из вас заберет. Привезем. Есть пассажир на самолет. Через пару дней. Будем спасать или нет? Вы готовы участвовать в помощи этим собакам? В идеале, если вы заберете к себе в семью. Да, и еще третий – это французик. Бедный ребенок с аллергией, добрый, ненавязчивый, чешется. Ему нужен специальный корм как минимум, а вообще его надо бы обследовать и надо его откормить, он истощен. Друзья, можно, конечно, их оставить в этом доме, будут сидеть без выгула, пока не дадут пинок. Например, хозяин дома или какая-то служба, когда не будет женщина здесь жить. Это видео недельной давности. И уже неделю эта женщина не выходит на связь. Друзья, я никого не собиралась спасать, но опять в дурацкой ситуации, без выбора. Или проявить равнодушие к этим животным, или вот прошу помощи у вас. Заберите кого-нибудь, как забрали, например, зайку. Или во все тяжкие. Снова собирать деньги, которых и так не хватает даже наполовину на спасенных. Что будем делать? Давайте принимать решение, только, пожалуйста, очень быстро.